Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет отчет о конференции Общественно-экологического центра нашей республики. На ней рассматривались вопросы безопасной эксплуатации нефтепровода на восток, а также строительства малых ГЭС на юге нашей республики. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Как сообщает сайт КПРФ.ру, вчера в Якутске прошел митинг, требования участников которого вышли за рамки привычных. А именно выпустить из тюрем представителей оппозиции, патриотических молодежных организаций, осужденных по ложным обвинениям в экстремизме. Досталось от коммунистов и журналистам федеральных телеканалов Андрею Караулову и Николаю Сванидзе, которые получили клейма телемерзавцев. Участники митинга выразили недоверие генеральному директору телерадиокомпании НВК «Саха» за необъективное освещение политических событий и цензуру оппозиционных выступлений. Этот митинг был приурочен к Международному дню защиты прав человека. И я бы сказал, что самое необычное в том, что коммунисты впервые, по-моему, стали в ряды правозащитников. И ведь в самом деле они всегда были на другой стороне баррикад. И тем более неожиданно это, так сказать, перемещение их, ведь, по сути дела, все элементы пропаганды, которые они сейчас критиковали, было сформировано еще в бытность, когда они были при власти, и там основная эта суть их сохранилась и поныне, то есть переключать внимание населения на другие какие-то проблемы, замалчивать главные. Есть, пожалуй, и рациональное в этом зерно создать при НВК общественный наблюдательный совет. И следующее сообщение, хотя и носит коммунальный характер, но может стать еще одним аргументом в руках коммунистов в их бичевании властей за наступление на права человека труда. Дело в том, что с 1 января будут повышены тарифы на пользование муниципальными банями. В результате билет в центральную баню в будущем году будет стоить не 180, а 200 рублей. Я так думаю, что если коммунисты вдруг, что называется, начнут вешать собак на власти за это повышение тарифов за пользование банями, то они, наверное, все-таки окажутся правы. Ведь банями пользуются люди не самые богатые у нас. Впрочем, туда ведь приезжают и любители расслабиться, хотя на их настроение вряд ли такое подорожание как-то скажется. Скорее всего, а я-то, между прочим, еще обращаю внимание на рост цен, который в эти дни наблюдается, буквально на все, хотя до новогоднего, обычного, предпраздничного, скажем так, повышения цен довольно еще далековато. И что самое странное, на продукты ежедневного спроса, крупы и тому подобное. А следующая новость тоже о празднике. В мэрии Якутска обеспокоены тем, чтобы рождественские и новогодние каникулы горожан прошли спокойно. И начали с проверки городских котельных. Их в городе всего 180, однако проверено на данный момент только лишь 35. В этой связи мэр Михальчук сегодня на планерке устроил разнос ответственным за этот участок работы. И напомнил им инцидент 2004 года. Тогда пожар на котельной ЕПАП-1 оставил без тепла 26 домов. Такая ситуация не должна повториться, заявил Михальчук и продолжил. Сейчас лучше поработать, чем потом в аварийном режиме все исправлять. Это точно, но пока вроде бы коммунальщики наши со своей работой справляются. Чего нельзя сказать о работниках образования. В мэрии начальник городской милиции доложил о разборках между учениками соседних 2 и 26 школ. Несмотря на то, что два этих учебных заведения столицы республики числятся в категории элитных, массовые драки учеников проходят регулярно, как и в былые годы. Начальник городского управления образования смогла в оправдании сослаться только на то, что эти драки стали уже традицией. А теперь о конференции экологов нашей республики. Она прошла в Якутске в субботу и собрала представителей не только столицы республики, но еще и жителей 6 улусов. Среди главных оказался вопрос о том, каким образом мнение нашего общественно-экологического центра не было учтено при рассмотрении государственной экологической экспертизы вопроса о второй очереди строительства нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. Об этом рассказала представитель нашего общественно-экологического центра Зинаида Алтухова, которая побывала как раз на заседании экологической экспертизы в городе Москве. Итак, первая и вторая очередь будут строиться, и мнение наших экологов в проектах никак не будет учитываться, и поэтому все силы они теперь намерены бросить на третью очередь. Это строительство от Алдана до Ленска. Очень неприятно я была удивлена тем, что там две общественные организации, нам неизвестные, дали положительное общественное заключение. Я так растерялась, что и они там, зачитывали. А наше общественное заключение общественной экологической экспертизы, которое поступило, за день до этого, о нем никакого упоминания, никаких этих нет. Поэтому создалось такое впечатление, что и эта государственная экологическая экспертиза, она тоже предрешена и проходит формально. Поэтому
Резюме такое, что Транснефть не исправилась, несмотря на то, что Владимир Владимирович вроде бы как покритиковал там или как-то их это. По-прежнему закрытость информации, по-прежнему формальные отношения ко всем этим самым. И это очень нас настораживает и очень внушает беспокойство. Ну вот эксперты что говорят, вот у нас же это зимнее время, да, вот нефтепровод будет пройти под водой, и у нас зима 7-8 месяцев. Если вот в результате сеймики разорвется там труба, как они будут там провести ремонт или что-то там, противоаварийные работы? Подо льдом. И как они вот объясняют этот вопрос? Второе, нефтепровод проходит по верховьям реки, по хребтам, не по равнине, не по русским равнинам, а по верховьям, по рек, да? И в любой точке, если произойдет авария, все равно попадет в реки и речки. Вот замечания есть о том, как они будут устранять аварии, во многом не расписаны. Ну, они, значит, как там, задвижки через 25 километров, они им сигнализируют, как только там чего-то пролилось. Значит, труба кладется на глубину где-то 8 сантиметров от поверхности, да? Зимой-то это все замерзает сверху. У нас же промерзание идет грунта сверху, да? У них датчики работают на давление. Как только прорыв, допустим, если вне вот мерзлой зоны, прорыв, датчики сразу же фиксируют прорыв. А здесь давление-то не будет фиксировать. Почему? Потому что прорыв нефти будет идти в траншею. Траншея там у них есть засыпана обратным фильтром. И вот давление, под давлением это вот вся нефть вдоль траншеи, где вне трубы, она будет идти до первой реки под давлением. И датчики не сработают, автомат у них не сработает. При этом они приводят нереальные цифры. Допустим, если пролилось 1000 тонн нефти, они говорят 950 тонн мы, то есть почва расчистим и вытащим эту нефть. Эти как бы безвозвратные потери только 50 тонн будет. Это нереальная цифра, невозможно. Надо сказать, что наши экологи не экстремисты, они отдают себе отчет в том, что остановить стройку нефтепровода на Тихий океан им не удастся. И поэтому сосредоточить свои усилия они намерены теперь на максимальном, на том, чтобы федеральные власти, Транснефть максимально учли их требования к третьей очереди этого нефтепровода, 340 примерно километров между Ленском и Алданом. Но тем временем на подходе еще один мегапроект – строительство 4 малых гидроэлектростанций на южных реках нашей республики. Надо сказать, что самой республике эти гидроэлектростанции и электроэнергия, которая будет вырабатываться на них, не нужны. Наши власти планируют экспортировать эту электроэнергию в Китай. Так вот, экологи считают, что это совершенно не нужно ни к чему и не стоит, по крайней мере, того, чтобы пожертвовать ресурсами, которые сейчас есть на юге нашей республики. Вот в долине Тептона существует мощнейшая разгрузка пресных подземных вод. Уникальный подземный вод, полезный подземный вод. Причем разгрузка такая, что вот я цифру назову 900 тысяч кубометров в сутки. Представляете? 900 тысяч кубометров в сутки. Чтобы напоить город Якутск, достаточно 50 тысяч. Пожалуйста, бутилируйте их, продавайте тому же Китаю, Монголии, кому угодно. Ну, говорят, республика, правительство говорит, денег нет. А профинансировало, вернее, выступило правительство гарантом строительства пивзавода. Да? Как говорится песня, губит людей не пиво, губит людей вода. Они наоборот поступают, а правительство это так? Подготовка проектов строительства 4 малых ГЭС на южных реках нашей республики сейчас находится на стадии так называемой АВОС, оценки воздействия на окружающую среду. Наши экологи хотят дать эту оценку только отрицательную и таким образом, возможно, повлиять на решение правительства нашей республики о начале строительства этих гидроэлектростанций. На сегодня все. До свидания.